Селям алейкум, добрый вечер. В демократических обществах власть принято делить на три ветви. Учитывая функции и роль СМИ в обществе, журналистов принято называть четвертой властью. Итак, какая она, крымско-татарская журналистика? Обсудим эту тему с нашими экспертами сегодня. Итак, в гостях у нас Эльдар Сейитбекиров, главный редактор газеты «Голос Крыма». Севилей Миралиева, учредитель региональной национально-культурной автономии Крыма, Абдулла Аджи Осман, главный редактор радио «Ватан Седасы», Тимур Дакджи, ветеран национального движения крымских татар, известный публицист и мыслитель, Лентара Халилова, главный редактор журнала «Арзы», заслуженный журналист Крыма, и Шевкет Мустафаев, заместитель директора медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Верите ли вы национальным общественным СМИ? Да, либо нет, пожалуйста, голосуйте. У вас также есть возможность задать вопросы нашим экспертам в течение эфира. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. Перед тем, как начать дискуссию, традиционно наш сюжет. Журналистика – это одно из важнейших социальных явлений. По своей сути, это вид массовой информационной деятельности, который обеспечивает бесперебойное взаимодействие между личностью, группой людей и обществом в целом, а также между различными общественными сферами и даже между поколениями. Процесс журналистской деятельности состоит из периодического распространения актуальной информации и анализа общественно-политических, экономических процессов, которые сыграли определяющую роль в прошлом либо настоящем. Традиции крымско-татарской журналистики уходят корнями к имени нашего выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского. В 1883 году им был издан первый номер газеты «Терджиман» «Переводчик». Исмаил Бей определял роль газеты в качестве посредника между различными народами российского общества, поэтому дал своей газете такое наполненное смыслами название. Целями газеты было ознакомление с наследием тюрок и знакомство читателей с культурой мусульманских народов. Учитывая трагическую судьбу нашего народа, даже одно периодическое издание могло подарить надежду. Так, 1 мая 1957-го, через 30 лет после депортации крымских татар в Узбекской ССР в городе Ташкенте, увидел свет первый номер крымско-татарской газеты «Ленин Байрагы», которая вплоть до распада СССР была единственным периодическим изданием на крымско-татарском языке. В определенной степени в условиях, когда даже ставилось под сомнение существование подобной нации, как крымские татары, газета являлась фактически паспортом народа. Ведь если есть крымско-татарская газета, значит есть и такой народ. Она способствовала формированию самосознания и, конечно, внесла огромный вклад в сохранение родного языка, культуры и традиций. После возвращения нашего народа в Крым появилась очень ограниченная возможность телевизионного вещания на родном языке, а также начали свою работу несколько изданий, которые выходили на крымско-татарском и на русском языках. Ключевой особенностью нулевых стало появление коммерческих СМИ на национальном информационном поле. В частности, работал телеканал АТР, во главе которого стоял известный бизнесмен-миллионер Ленур Ислямов. Однако, невзирая на это, руководство канала инициировало сбор денег на деятельность канала у обычных людей. После 2014-го, не пройдя необходимые процедуры перерегистрации, не вернув людям деньги, телеканал перебрался в Киев. Они и там предприняли попытку сбора народных средств, но уже тщетно. Как долго люди могут отдавать свои деньги на работу коммерческого предприятия? Не так давно даже обсуждался вариант переезда в Прибалтику. За 2,5 года работы АТР в Киеве они не передали ни одной хорошей новости из Крыма. Только массированно насаждается проукраинская идеология. Может ли работать в интересах народа канал, либо частная коммерческая структура, служащая государственным интересам другой страны? Национальное телевидение возможно при поддержке государства и при существовании общественного совета. Исходя именно из этих принципов был создан и плодотворно работает телеканал «Миллет». Более того, совсем недавно начало свое вещание наше национальное радио «Ватан Седасы». Набирают свою аудиторию молодая газета «Мераба». Растут и другие издания медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Средства массовой информации выполняют целую череду функций. От коммуникативной до культурно-просветительской. У крымско-татарской журналистики, однако, есть еще одна ключевая задача – отражать истинные интересы крымских татар и бороться за самосохранение нации. Тимур ага,
В 2 томах вашей книги «Одна судьба на все поколения» одной из сюжетных линий прослеживается развитие крымско-татарской национальной журналистики. Первый том вы говорите о деятельности Исмаила Гаспринского, который для нас, для всех является просветителем выдающимся, но вас еще объединяют родственные связи. Второй том вы там говорите о деятельности газеты «Ленин Байрага», которая в ссылке у нас выходила. Зная так подробно историю формирования, развития нашей национальной журналистики, какие вы можете проследить принципы становления и формирования крымско-татарской журналистики и прессы? Ну, наверное, первые принципы, наши принципы национальные, их заложил наш великий просветитель Гаспринский. Человек, немножечко о нем о самом, человек очень образованный, грамотный, знающий несколько языков, свободно читающий на французском языке. Он, прежде чем вот заложить вот эти принципы, он очень много видел и много думал, наверное, размышлял. Размышлял, видите, вот, чтобы быть хорошим журналистом, надо быть не только образованным, грамотным, но иметь какое-то особое мышление. Я его называю, знаете, как нестандартное мышление. То есть если все видят как-то одинаково, то гениальные люди с нестандартным мышлением, они видят это совершенно по-другому и находят что-то такое. Это нестандартное мышление может быть у ученых, которые, какие-то открытия делают. Это может быть во всех сферах творчества. И вот эти самые главные принципы, которые поставил перед народом, перед крымскими татарами, перед всеми мусульманами России, он поставил на первом месте это образование, грамотность. Это, наверное, самое главное. И при той цензуре, которая была в царское время, ему удавалось выдавать статьи, защищающие не только крымских татар, но и мусульман, разбросанных по всей России. Вот защита народа, его просвещение – вот это легло в основу. В советское время, наверное, после революции, там маленький кусочек, но уже какие-то журналисты появились, какой-то опыт. Ну а потом наша трагическая судьба. Народ был выслан в Среднюю Азию, и я считаю, что нам очень повезло, что именно Средняя Азия. Во-первых, язык близок, вера близка, и блестящий руководитель – это Шараф Рашидович Рашидов. Именно по его инициативе были созданы ансамбль, это первое, что было ансамбль Хайтарма, потом газета, журнал, и так далее. Ленин Байрага задача была сложная. Сначала, в общем-то, ничего было. Но после присоединения Крыма к России все сразу усложнилось. Крыма. Я вам несколько таких рассекреченных Украиной документов прочитаю. Тимур, вы имеете в виду после 1954 года, после присоединения Крыма к Украинской ССР, я правильно понимаю? Да, после... Да. Угу. Да, ошибся. Вот смотрите, докладная записка Крымского обкома ЦК Компартии Украины первому секретарю ЦК Компартии Украины Подгорному. 1958 год. В начале июня 1958 года в Крым приезжал на собственной автомашине крымский татарин Асанов Сулейман. Это очень известная личность.
принятыми мерами Асанов был выдворен из Крыма. В июне сего года из города Ташкента в Дом отдыха Союза писателей по путевкам прибыли татарские писатели Алядинов Шамиль Сиитович и Шемизаде Шереф. На этом Украина не остановилась. Опять 1958 год, через несколько, наверное, через месяц, уже теперь первый ЦК партии, Компартии Украины Подгорный пишет письмо в Москву, в ЦК КПСС. По нашему мнению, следовало бы разобраться и решить вопрос целесообразности существования в Организации Союза писателей Узбекистана секции крымско-татарской литературы, учитывая, что отдельные члены этой секции ведут активную работу среди татар крымского происхождения, направленную на то, чтобы добиваться разрешения на возвращение в Крым. Вот такое отношение было с самого начала. Более того, уже с самого начала Украина, чтобы как-то закрыть эти газеты, потому что сразу после присоединения Крыма к Украине здесь получилось так, что сразу наша интеллигенция поднялась и начала штурмовать Москву. И первыми были опять Шамиль Алядин, наша интеллигенция. Тогда интеллигенция была у нас очень боевая, прошедшая войну, прошедшее партизанское движение. И вот это очень волновало Украину, потому что они понимали, они взяли Крым, но ведь хозяева Крыма, кто? Крымские татары. Я был свидетелем, когда в 1954 году Крым присоединили к Украине, в Узбекистане татары писали возмущенные письма. Почему без нашего разрешения, без разрешения коренного народа, без согласования с ним вы подарили нашу родину Украине? С нами надо было согласоваться, хотим мы это или нет. Так вот, все это волновало, конечно, что коренной народ Украины будет сюда лезть и мешать их деятельности. Будут говорить, мы здесь хозяева. И поэтому вот уже с самого начала Украина начала доказывать, что крымских татар как такового народа нет. Вообще нет. Нас вычеркнули из списка всех народов СССР. Нас не учитывали в переписи народов. Нам не разрешали упоминать слова «крымские татары». Вот газета «Ленин Барагы» очень долгое время, пока я, об этом позже, очень долгое время не имела права упоминать географические названия. Вот, очень тяжелое время было. Я когда пришел, я работал в русских газетах, и когда приехал в Ташкент, меня назначили редактором крымско-татарских передач. И вот я только начал, там было где-то 20 песен записано. И вдруг меня обвиняют, значит, в национализме. Причем цензор. Цензор пишет, что я националист, потому что по радио даю песни, напоминающие крымским татарам их родину, и я сыплю соль на раны своего народа. Я пригласил всех наших и всю нашу интеллигенцию, и громче всех там, конечно, говорила Резепова. У нее голос был такой. И цензора. На цензора мы налетели, потому что любая песня, текст должен был, значит, цензор поставить печать.
Если вы записывали эти вещи, ваша ж печать была там. Но это уже вот такие, понимаете, до мелочей, до самых мелочей мы были под контролем. Вот еще один маленький отрывок. Это, знаете, наверное, многие читали, может быть, Филиппа Бобкова. Это генерал КГБ, который руководил 5-м отделом. А 5-й отдел все время следил за нами, за крымскими татарами. И занимался он особенно нами. И вот он потом уехал в Америку, был в опале, уехал в Америку. И там очень много интересных книжек издал. И, кстати, и о татарах тоже. Вот маленькая цитата оттуда. «Татарам вообще запретили въезд в Крым даже на отдых. Их не принимали в крымские учебные заведения. Дело дошло до того, что некоторые средства массовой информации утверждали, будто такой национальности вообще нет. Пытались закрыть издание на крымско-татарском языке и газету на этом языке, выходившую в Узбекистане, мол, такого народа нет. И всем этим занимались серьезные люди, обязанные решить столь важный государственный вопрос. Мне помнится заседание по проблеме крымских татар у секретаря ЦК КПСС Капитонова, который, кстати, прекрасно понимал, что все дело тормозит Украина. Участники совещания не скрывали симпатии к татарам. Здесь маленькую паузу, маленькую вставочку делаю. Дело в том, что после того, как к власти пришел Хрущев, он укрепил ЦК украинцами. И даже вот секретарь ЦК Компартии Украины, который первым написал письмо Хрущеву на 12-й день после присоединения, чтобы нас не пускали в Крым, он уже через 2 месяца стал вторым человеком после Хрущева. И, конечно, русских там стало меньше, и поэтому он здесь пишет, что они не скрывали симпатий к татарам, но не очень активно возражали представителям Украины. Понимаете? Боялись уже. Неожиданно мне пришел в голову один аргумент в пользу признания крымских татар как этнической единицы, а подсказало мне его мое школьное увлечение. Филателией, то есть сбором марок, я вспоминал, что до войны вышла серия почтовых марок народа СССР, и среди них была марка «Татары Крыма». Вопрос о закрытии газеты на крымско-татарском языке был снят. И понимаете, когда судьбу газеты, судьбу народа решает почтовая марка, вот роль тогда ЦК под руководством Хрущева. Ну, а здесь, конечно... Да, Тимур Ага, мы обязательно вернемся к вам еще. Ильдар Ага, вы историк по образованию, человек, который всегда интересовался историей национальной печати. Как вы можете охарактеризовать значение пройденного пути? Сейчас уже в студии прозвучало, что первая крымская татарская газета «Терджиман» начала выходить в 1883 году, издаваться Исмаилом Гаспринским. Это не просто была газета, это была школа крымско-татарской журналистики, потому что те, кто публиковался, работал в газете, в будущем, когда менялась ситуация, когда возникали другие издания, они переходили из Терджимана работать уже в другие газеты, журналы, и там продолжали свою деятельность.
нельзя сказать, что была всеобщая идиллия, потому что люди разные, разные взгляды, каждый воспринимал индивидуально общественно-политические процессы, которые происходили в государстве. И мы знаем, что в 1906 году в Крыму начала издаваться газета «Витан Хадими» под редакторством Абдуришида Медиева и Асана Сабри Айвазова. И была принципиальная даже линия разногласий между ними и Исмаилом Гаспринским. Гаспринский больше видел направление газеты в культурно-просветительской части, то «Витан Хадими» уже это было политическое издание, остро ставило социально-экономические вопросы. В период гражданской войны издавались газеты «Миллет», «Голос татар», другие издания. Менялась власть. Некоторые издания закрывались. На их место приходили новые газеты, новые издания. Но журналисты пополняли свой состав и продолжали работать. На момент массового возвращения крымских татар в Крым в начале 1990-х годов. Здесь также возник ряд изданий, ряд газет. Мы знаем, газета «Достлух» потом стала газетой «Крым», газета «Авдет», переехала из Ташкента издание «Ленин Байрагы», которое в Крыму начало издаваться под названием «Яны Дюнья». В 1993-м возник «Голос Крыма». Это тоже целый исторический период, пусть он небольшой, но оставил заметный след в крымско-татарской журналистике. Сегодня многие, которые начали работать в крымско-татарской СМИ, или вернее продолжили, они начинали свою деятельность в тот период, в 90-х, начало 2000-х годов. Поэтому... Вот моя личная позиция в этом вопросе, я как-то ее постоянно озвучивал, что крымские татары никогда не должны отказываться ни от одного периода, ни от одной страницы своей истории. Потому что каждая страница наполнена как и положительными, так и отрицательными моментами. Мы должны извлекать все самое лучшее, брать это на вооружение, но жизнь не стоит на месте, она движется. Поэтому в зависимости от тех обстоятельств, которым оказывается наш народ, в которых он продолжает свою жизнь, мы должны свой вектор направить только на созидание, потому что жизнь не прекращается. И в любой обстановке народ должен жить, созидать и развиваться. Настроение упадничества не должно быть. Вот вы только представьте, когда крымских татар депортировали, 46% населения умерло в первые годы депортации. Вроде бы как наступил конец света, но народ выжил, и открылась газета «Ленин Байрагы», открылся журнал «Йылдыз», факультеты открылся в пединституте Низами крымско-татарской филологии и многое другое. Вот исходя из опыта прошлого, нам необходимо двигаться только вперед. Сагол, Шевкет Ахан, процесс массового возвращения крымских татар совпал с распадом Советского Союза. И вот эти процессы демократизации коснулись, в принципе, и нашего общества крымско-татарское в том числе. То есть стало появляться больше журналистов, больше изданий. Наши крымско-татарские журналисты стали сотрудничать с зарубежными агентствами, стали взаимодействовать с другими общественно-политическими организациями. Это все очень хорошо, так, возможно, и должно быть. Но где эта граница между сотрудничеством и зависимостью? Знаете, вот сейчас Ильдар затронул историю развития наших СМИ. Я хотел тоже обратить внимание на один момент. Ведь развитие крымско-татарских средств массовой информации, оно всегда на всем промежутке вот этого 135-летия, о котором мы говорим, с начала выхода Терджимана и на сегодняшний день, оно всегда было как вулкан пульсирующим. Появился Терджиман, вокруг него сформировалась группа молодых передовых взглядов людей, которые начали внести
прогрессивные взгляды в забитый крымско-татарский народ. Ведь вспомните тот период, насколько все было, все принижено и затоптано. И Терджиман взял на себя это. Он сумел поднять на такую высоту, что буквально через 20 лет эти молодые люди сформировали уже государственность и принимали Конституцию. Да, это был период очень быстрых ломок одних взглядов, переходов в другие. Процесс шел. Прошло немного времени, и в новой ситуации, приятной, неприятной, но то время это была та идеология, которая владела государством. И в этот период крымско-татарские журналы, газеты еще новый всплеск, вулкан молодых талантов дала, которым мы сегодня гордимся и говорим, это наши классики. Вот этот процесс, естественно, пришел и к периоду, когда распался Советский Союз. И тут, когда открылись границы, и казалось, что весь мир перед тобой, у многих закружилась голова. Потому что оценить, понять, где служение народу, где те идеи, которые ты пытаешься вложить в народ, а еще просто служить каким-то средствам массовой информации, которые просто распространяют что угодно. Это были разные вещи. Немногие смогли это правильно сориентироваться. И поэтому, я думаю, в этот период и произошла небольшая ломка наших средств массовой информации. И сегодня выжили те, кто занимал правильную позицию. Да, сегодня опять произошел новый переход. Те переходы во многом не зависят от нас. Это изменение глобального масштаба, это геополитика. Умение найти свое место в этом, правильно двигаться, это и есть тот большой опыт крымско-татарской журналистики. Да, сегодня вот прошло еще очень мало времени, чтобы сделать какие-то выводы по сегодняшней ситуации. Я думаю, что те кадры, которые у нас есть, они спокойно оценят ситуацию и используют свое мнение, умение во благо народа. А народ сегодня ждет. Ждет от них умных советов и мыслей. Севиля Ханум, практика большинства государств, она предусматривает существование общественных средств массовой информации и коммерческих, частных. Совершенно очевидно, что должны быть и те, и другие, но мы должны четко понимать принципы работы, в чем отличаются у этих средств массовой информации. Спасибо за вопрос. Хочу сделать предисловие. Все виды СМИ, от телеканалов, заканчивая радио и даже соцсетей, должны соответствовать трем главным миссиям, да, которые на них, которые они популяризируют, скажем так. Первая основная миссия – это освещение, донести до наших соотечественников, что происходит в мире. В принципе, с этой миссией так или иначе справляется каждый вид СМИ. Вторая – это политика идеологическая. Это, наверное, самая основная и главная. Ну, еще, конечно же, не менее главное – это культурно-просветительская. Вот государственные каналы, они, как правило, вот все эти три миссии стараются развивать. Ведь идеология очень важна. Каждый представитель того или иного СМИ, он создает эту идеологию. Как сказал коллега, правильно, он настраивает нас, скажем так, наставляет нас на будущее развитие, создает нам модель, правильно, курса, куда движется наш народ. Теперь, по поводу общественных СМИ. Они, конечно же, финансируются также из бюджета и финансируют их общественные организации. Соответственно, у них больше свободы слова, и они менее зависят от коммерции, они менее преследуют коммерческие какие-то определенные, скажем, цели. Ну а касательно коммерческих СМИ, увы, к сожалению, мы являемся свидетелями сегодня и были свидетелями того, как коммерческие телеканалы идут или вразрез государственной политики. Это можно, конечно, но только это, если не приносит ущерб
обществу и психологической составляющей этого общества. Потому что когда с коммерческого канала все время происходит атака негативная, то тут уже, ну, я думаю, что о никакой пользе этих СМИ не может идти и речи. Спасибо большое, Севиль Ханум. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Что? Алло, говорите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы нам звоните? Меня Осман, Арипов Осман. Ваш вопрос? Я что хочу сказать. В 1944 году нас сделали предателями, изгнали из Крыма. Благодаря Горбачеву, который нас принял в Крым, открыл дорогу, дай Бог ему здоровья, что он разрешил у нас вопрос переезд в Крым. Я вот это хочу. Почему это человека не вспоминает? Да, спасибо большое вам за звонок, за вашу точку зрения. Лендар Халум, вы являетесь главным редактором журнала «АРЗ». Я так понимаю, журнал тематический, ориентированный на прекрасную половину человечества. Почему был выбран именно этот вектор? Как вы считаете, ваш журнал сегодня развивается, либо вы сталкиваетесь с какими-то принципиальными сложностями? Да, мы, конечно, намеренно создавали женский журнал, и вот, как уже было сказано, все началось с Гаспринского, с его журнала женского «Алема Нисван». И у нас, у коллег, всегда было желание создать такой женский журнал, который был бы, вот мы стремимся, по крайней мере, продолжить его сейчас. И современное название «АРЗы». Но, естественно, в те годы, конечно, журнал сыграл огромную роль в жизни женщин, не только крымских татарок, но и всех тюрко-татарских женщин. И благодаря этому журналу женщины, конечно, повысился их статус в обществе, была ликвидирована вот эта вот неграмотность. Она сыграла, конечно, играла роль просветительского характера, но в дальнейшем, так же, как и газета «Терджиман», которая стала, скажем так, политическим органом мусульманских съездов и в дальнейшем играла большую роль в политической жизни, и газета, журнал «Алема Нисван», он играл большую роль именно тогда, когда Шафика Гаспринская, которая была назначена главным редактором этого журнала, она участвовала активно в общественной жизни вообще женщин тюрко-татар. И когда была вынуждена уехать в Стамбул, продолжила там свою деятельность, продолжала выпуск журнала. На мой взгляд, вот, говорится о том, что, конечно, четвертая власть, журналистика – это четвертая власть. На самом деле журналисты, конечно, очень влиятельные люди, они формируют общественное мнение. И если мы немножечко будем уже как бы от политики переходить к нашим вот таким актуальным проблемам, это такие злободневные, очень животрепещущие проблемы, как развитие, сохранение родного языка, традиций, вы обязательно обычаев, продолжите вашу реплику. У нас просто телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, это телеканал «Милет». Да, совершенно верно. Задавайте ваш вопрос. Селям алейкум. Алейкум селям. Раз сегодня здесь много средств массовой информации, у меня сегодня есть два вопроса. Мы очень пожилые люди, давно хотим услышать, почему столько лет на протяжении, уже 20, как мы вернулись, не освещался тот вопрос по Арабатской косе, где людей, которых не смогли выслать, просто утопили в море. Почему об этом никогда нам ничего не рассказывают? Это мы сегодня остались 2-3 там старика, а наши дети об этом вообще не будут знать. Спасибо Это большое. первый вопрос. И сегодня на телеканале «Милет» мы в Хаберле услышали вот этот 2 года тому назад, где погибла семья с наших фонтанов, ушли 6 человек погибли. И сегодня мы вдруг слышим, 6 человек погибли, 2 года идет расследование. Сегодня сделали им в честь дня, 70-летия, по-моему, Победы, что ли, их Да, спасибо большое. Спасибо большое за ваш... или как сегодня их там оправдали. Да, Как спасибо это большое понять?
Спасибо большое за ваш звонок, Ильдар Хапушев. Давайте я по Арабатской стрелке скажу. Ну, в принципе, население и знает об Арабатской стрелке, о тех событиях, о той трагедии, благодаря тому, что это освещалось на страницах СМИ. Но любой факт исторически связанный с историей, он требует дальнейшего освещения, но для этого необходимо провести дальнейшее исследование. И я скажу, что были попытки получить от органов какие-то сообщения по поводу вот этой трагедии, как это происходило, пытались это найти в архивах, но, к сожалению, это не удалось. Если нынешняя, скажем, власть захочет пойти навстречу в этом вопросе, то, конечно, историки, исследователи с большим удовольствием обратятся в соответствующие инстанции. Они будут в дальнейшем расследовать те события преступные 1944 года, и население будет получать данную информацию. И то, что вот я хотел еще затронуть тот вопрос немножечко по поводу того, что сказала моя коллега о государственных и негосударственных СМИ. 20 лет «Голос Крыма» был государственным изданием. Мне приходилось часто участвовать в работе круглых столов, и я слышал и часто участвовал в тех дискуссиях, когда озвучивалась идея в отсутствии необходимости вообще государственных СМИ, что они заангажированы, что они дают неправдивую информацию. Но на примере своей газеты я полностью вынужден был это опровергать, потому что я считаю, что никакой заангажированности не было, и всегда различные точки зрения на страницах «Голоса Крыма» присутствовали, даже публиковались материалы, которые были направлены лично против главного редактора. С другой стороны, сегодня отказываться или говорить, значит, об ущербности негосударственных СМИ, это тоже неправильно. Потому что в Советском Союзе, когда отсутствовали негосударственные СМИ, мы видели, к чему шло общество и вообще к чему это пришло. Люди естественным образом настраивали свои радиоприемники, слушали голоса, которые передавали информацию из-за пределов Советского Союза. И это встречало очень много, скажем, непонимания, разночтения. Люди не верили тому, о чем вещают государственные СМИ. И вот на постсоветском пространстве, будь это в Украине или будь это в России, законодательство позволяет создавать как государственные, так и негосударственные СМИ. Баланс этот присутствует. Другое дело, что население, когда имеет доступ к тем или иным СМИ, оно само фильтрует информацию и воспринимает то, что ближе, и все то, что подтверждается общественной практикой. Да, Севиля Хамамашева. Да, я тоже хотела продолжить. Как сказал коллега мой, очень правильно, альтернативные источники СМИ должны быть. К сожалению, вот все говорят о том, что есть цензура, и она так или иначе вредит СМИ, свободе слова. Но хочу заступиться за цензуру, потому что такой широкий спектр каналов, да, и интернет-контент, и публикации СМИ, они должны подвергаться цензуре не жесткой такой рукой, да, политтехнологов или непосредственно государством. Цензура должна быть. Ведь есть очень... Моральные ценности. Да, конечно, нужно защищать свои постулаты, будучи, например, мы, как крымские татары и мусульмане, смотря коммерческие каналы, мы должны быть защищены от того или иного рода передач или проектов, кинофильмов. Правильно я говорю? Вы все с этим согласитесь? И это смотрят наши дети, видят с экранов то, что сейчас льется, и цензура должна быть правильной. Конечно, альтернативные источники СМИ, они позволяют нам развивать критическое мышление. Мы можем смотреть разные каналы и таким образом складывать свое видение происходящего. У нас это право никто не отбирал. Главное, чтобы это не вредило нам.
Да, вот Шафетага, потом Лентар. Да, я хотел добавить по вопросам цензуры, насколько реальное существование сегодня общественных СМИ и государственных. Дело в том, что сегодня мы живем в эпоху, когда мы видим вокруг огромное строительство. Мы сами строим свою жизнь. Разве можно ждать от каких-то, пусть и призывающих к прогрессу общественных организаций, которые еще четко не сформировали ни свое видение того, что надо строить, ни своей идеологии. Сегодня, к сожалению, они ничего не говорят, куда идти. Сегодня это на себя взяли государственные СМИ, которые четко говорят, мы строим нашу республику. Совершенно. И у нас сегодня вот такие цели и задачи. А остальные общественники как будто бы кто-то за, кто-то против, но четкой линии мы не видим. Поэтому я думаю, что роль государственных СМИ, доносящих, сегодня государство у нас демократическое. Это многие представляют, что мы перешли в Советский Союз. Этого давно нет. Они не знают этой России, в которой мы живем сегодня, и пытаются сравнивать со своим прошлым. Так не получится. Поэтому надо смелее смотреть на жизнь и те вопросы, которые мы ставим, просто решать. Лентарховна, пожалуйста. Да, я продолжу свою мысль о том, что все-таки главные вопросы сегодня, например, в частности для общества нашего, это развитие нашего родного языка, традиций, обычаев, сохранение своей, конечно, идентичности. И в этом плане, безусловно, главное, одна из главных ролей принадлежит женщине, потому что она является главным воспитателем в семье, формирует такой климат в семье. И, естественно, мы не должны забывать за всеми этими, допустим, какими-то политическими изменениями о нашем подрастающем поколении. И в этом, безусловно, влияние СМИ, влияние телевидения, газет, журналов огромное. Поэтому мы не должны отходить от основных таких наших таких задач. И большое влияние имеет любое издание в решении социальных проблем. То есть если где-то очень такие острые социальные проблемы, благодаря именно четвертой власти, благодаря именно журналистам, решаются многие социальные проблемы, решаются многие такие, скажем, животрепещущие острые вопросы. Поэтому я думаю, что каждый человек выбрал то СМИ, тот источник информации, которому он доверяет. А журналисты, конечно же, должны оправдывать это доверие, предоставлять, конечно, каждый раз две точки зрения, говоря о цензуре, о самоцензуре. Естественно, журналист должен придерживаться этики. Он никогда не должен каких-то ксенофобных, скажем, выпадов, либо против какой-то религии помещать статьи. Он сам человек должен быть эрудированным, безусловно, и уже знать таким самоконтроль над этим человеком, над собой, и не допускать каких-то негативных, скажем, моментов в своей деятельности. Спасибо большое. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Да, салям алейкум. Да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Салям алейкум. Алейкум салям. Я хотел спросить, прежде всего, крымско-татарский журналист должен быть. Прежде всего, крымско-татарский журналист должен быть патриотом. Патриот, главный признак патриотизма – это знание родного языка. Многие журналисты не знают крымско-татарского языка. Если вы отойдете немножко подальше от телевизора, вы зададите вопрос намного быстрее. На прошлой передаче, например, на позапрошлой передаче Шевкет Мустафаев сказал такую вещь. Что халявы для крымских татар не будет. Кто будет приходить, нас много отобрали, многое лишали. Что он имел в виду, халявы? Да, Шафет Ага, что вы имели в виду? Спасибо большое, да. Скажу, Зоя, если кто меня слушал, значит, он или умышленно старался не понять, что я хочу сказать, или пытается извратить то, что я говорил.
Халява я имел в виду. Ожидать решение какое-то упадет на нас сверху, и у нас все будет, это и есть, я считаю, халявой. Мы заждались. Мы говорим, вот обратимся туда, мы решим там. Вот теперь Украина там что-то обещает. Понимаете, вот это я называю халявой. Мы свою республику, свою землю будем строить сами. И не будем ждать чего-то. Если мы будем ждать, мы проиграем. Мы должны смело начинать строить то, что мы умеем. Конечно. Каждый должен сделать то, что он умеет. Вот это я хотел сказать. А то, если никто неправильно понял, ну что ж теперь. Я поддержу его, можно, да? Пожалуйста, конечно. Дело в том, что, вы понимаете, вот после того, как Крым стал российским, в общем-то, мы слышали от Путина очень много добрых слов. Вышел закон о реабилитации, и когда Путин встретился с нашими представителями, они начали жаловаться, что вот не очень работает этот закон о реабилитации. Он очень четко сказал, вы понимаете, говорит, мы подписали закон о реабилитации. К сожалению, вот в России такая ситуация. Значит, если Путин подписал какой-то закон, какое-то постановление, то местные федеральные органы тоже принимают его, но со своими поправками. И вот здесь, конечно, он правильно сказал, боритесь, боритесь. И нам надо бороться, потому что здесь, ну, еще, наверное, остались некоторые чиновники украинского пошиба. Да не некоторые, я приведу вам маленький количество. пример. А? Значительное количество еще. Значительное количество. Конечно, мы же видим это. Я вам приведу маленький пример только. Вот, смотрите, опять вернемся, кто мы. Вот кто мы? Значит, сначала нас не было вообще, оказывается. Потом немножко крымские татары, ранее проживавшие в Крыму. То есть мы приехали и уехали. Потом о нас говорили, что, когда мы уже приехали в Крым, о нас говорили, что крымские татары пришли вместе с монголами. И, наверное, всем нам приходилось слышать, как нам орали: уезжайте в свою Монголию. И вот вопрос, кто мы? До сих пор стоит, кто мы, вы понимаете? Не хотят определяться. И вот мы говорим, мы коренной народ. Владимир Владимирович Путин такую фразу сказал. Вы знаете, вот, конечно, это очень спорный вопрос. Здесь греки говорят, что они коренные. Вы говорите, в этом надо глубоко разобраться. И дал поручение глубоко разобраться. Тимур Ага, мы вернемся к вам чуть позже. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, задавайте ваш вопрос. Селям алейкум. Алейкум селям. Пожалуйста, алейкум селям, задавайте ваш вопрос. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас национальных два журнала, это «Йылдыз» и «Арыс», и средства массовой информации, такие как «Яңы Дөнья», «Голос Крыма» и «Крым». Мы уже знаем о том, что, знаете, все меньше и меньше подписывается нашего народа на эти журналы и на эти средства массовой информации. Какая работа ведется среди народа? Во-первых. Во-вторых, вот я не согласна с выступающим оратором насчет того, что нестандартное мышление должно быть у многих наших журналистов. Нет, вы знаете, должна быть высокая квалификация и ясное видение. Мировоззрение должно быть очень большим, чтобы ориентироваться вот в этой сложной ситуации.
Спасибо большое. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. Вот Тимур Ага закончит свою мысль, да? Да, пожалуйста. Ильдар Ага. Давайте я на вопрос тогда Я не отвечу. слышу. Значит, каждая редакция, каждый коллектив, конечно, прилагает все усилия, чтобы наработать и увеличить свою аудиторию. Но, к сожалению, надо констатировать, что молодое поколение, оно все меньше и меньше читает печатную продукцию, больше предпочитает электронные СМИ. То есть прочитать в интернете, где-то посмотреть телевизор или услышать по радио. Поэтому, вот, пользуясь случаем, обращаюсь внимание к старшему поколению. Каждый на уровне своей семьи, у кого есть дети, убедите подписываться на крымстатарские издания. У кого есть внуки, тоже привлеките к этой работе, потому что такие люди есть, и они дают нам эти сведения. То, что предыдущий телезритель звонил по поводу языка и знания родного языка журналистами, родной язык должны стараться знать все. Уровень, конечно, владения у всех не одинаковый, но и журналисты, и педагоги, и те, кто занят в других отраслях, они все должны владеть крымстатарским языком. Я как-то в архиве нашел и в материале опубликовал, как первый секретарь Крымского обкома партии в конце 1920-х годов, когда отчитывался о политике татаризации в Крыму, а он сам был не крымским татарином, призывал государственных чиновников, тех, которые идут во власть, обязательно владеть крымско-татарским языком как язык коренного населения полуострова. То, что касается, вот также телезритель обратил внимание, что мы о Михаиле Горбачеве не пишем. Вот в этом году исполняется 30 лет московским событиям. И я думаю, те события получат освещение на страницах крымско-татарской печати и по телевидению. И роль Михаила Сергеевича Горбачева также будет там отражена, освещена полноценно. А еще лучше, если кто-то найдет такие возможности и поедет к Михаилу Сергеевичу и возьмет у него интервью. Но, естественно, для этого нужны финансы. И последнее, вот вернусь к вопросу цензуры. Значит, цензура по Конституции России запрещена. Не разбрасывайтесь просто так словами. В начале своей речи Тимур Ага, говоря, в каких условиях выходила при цензуре газета «Ленин Байрагы», и что не запрещали упоминать географические названия, вот это и есть цензура. Другое дело, что в каждой стране имеются законы, и эти законы регламентируют жизнедеятельность человека, организаций, предприятий, в том числе и СМИ. И это не только территории России, это и в Украине, и в Америке, и в любой стране. Поэтому любое СМИ, которое существует и работает на территории какого-то государства, оно не может не выполнять требования закона. Ну, а виды, скажем, в каком виде можно предъявить претензии к СМИ, конечно, здесь спектр очень большой. Это может отдернуть и чиновник, может это быть и какая-то надзорная инстанция. В Украине часто практиковалась подача иска в суд о защите там чести и достоинства. Эти все моменты всегда призывали журналистов быть объективными, быть осторожными в своих высказываниях и стараться не нарушать законодательство, потому что за нарушение приходится отвечать и платить. Ильдар Ага, на каких принципах должны работать национальные СМИ? Национальные СМИ, они не работают, скажем, вне общества, вне государства. Они также подчинены законодательству. Другое дело – концепция издания или какого-либо вида СМИ. То есть, что заложено в его концепции?
какие цели оно преследует, какая редакционная политика проводится изданием. Но здесь еще раз хочу повторить, что последний судья – это читатель, это телезритель, это радиослушатель. И он сам будет отбирать для себя полезную информацию. Все должно проходить через общественную практику. То есть это жизнью подтверждается или не подтверждается. И любая шелуха, она канет в лето. У нас еще Я один хочу сказать, что вот «Голос Крыма» это была самая боевая газета, пожалуй, у нас здесь. Причем здесь, если мы говорим о цензуре, за ним очень зорко следила власть, очень зорко следил Меджлис. Но он находил очень интересные ходы. Ну, не всегда Меджлису нравились мои статьи. Иногда поднимался страшный шум, нападки были. Ну, надо дать ему честь. Он и этой стороне давал слово, и этой стороне. И это правильно. Это закон журналистики такой. Ну, там даже до клеветы доходило, что вот где-то какие-то документы из суда взяли и так далее. И это наша уважаемая историк, она даже написала, что вот это из уголовного дела. Я был поражен тогда. Откуда она взяла какие-то вещи, причем ссылаясь на архивные документы. Послал в архив. И в архив пишут: для продолжения поиска интересующих вас сведений по надзорному производству прокуратуры просим вас уточнить сообщение, архивные номера. Вот такого не имеет отношения к надзорному производству. То есть откуда она взяла это? Ему приходилось защищаться, мне приходилось защищаться. И хорошо, читатели нас с собой защищали хорошо. Вот. Но я хочу вернуться к вопросу о цензуре. В России по закону запрещена цензура. И вот смотрите, я хочу очень свежий пример один привести. Я уже начал говорить, кто мы, да? И что Путин дал такое, значит, распоряжение. Ну и, слава богу, первым этим занялся наш Таврический университет. Ну и они, значит, была издана книжка нашего Меметова, очень хорошая книжка о языках древних народов. И что получилось потом? Книжка была отпечатана, правильно? Да. О происхождении крымских татар там. А потом? Называется «О происхождении крымских татар». О происхождении крымских татар. Какова ее судьба? Напечатанную книгу, готовую книгу спрятали куда-то в подвал. Правильно я говорю? Вот она. Правильно. Какой-то чиновник взял и дал указание такое. Во-первых, он нарушил Конституцию. Раз. Во-вторых, он, понимаете, вот такие действия, они вызывают у народа... Ведь любой крымский татарин не говорит, что это сделал чиновник. Он говорит, Россия это сделала. То есть он явно выступает против того, чтобы симпатии крымских татар не было, чтобы не было у крымских татар симпатии к России. И, понимаете, вот ты, может быть, скажешь, кто это сделал? Нет. Отдадим его под суд. Нет, я его не знаю просто. Да? Не знаешь? Нет, не знаю, к сожалению. А на основании чего вы ее убрали? На основании приказа сверху. Причем это же чиновник, наверное. Когда известная Астахова вышла со статьей, что крымские татары должны
быть благодарны Сталину за то, что он их выслал, иначе бы их просто крымчане сами бы зарезали. Принесенный ветром. Эти чиновники молчали, не говорили, что она разжигает. Хорошо, национальную Чок Сагунас, Тимур Ага. Дело в том, что наш канал тоже активно подвергается различного рода нападкам, и когда он открывался, начинал свое вещание вплоть до сегодняшних дней, но те, кто активно в социальных сетях критикует наш канал, к сожалению, не хватает у них смелости прийти и открыто высказать свою позицию, вступить в дискуссию. К сожалению, так. У нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, студия. Добрый. Я весьма согласен с тем, что четвертая власть СМИ и вот эта признательность и коленопреклонство перед Шараф Рашидовичем Рашидовым, который организовал и удерживал десятки лет крымский татарский народ и не выпускал за пределы Узбекистана, они не взяли ему поставить памятник в Крыму, в центре где-то в Симферополе, для того, чтобы показать, что этот человек десятки, сотни людей посажал в тюрьму за проблему возвращения крымско-татарского народа. А мы сегодня ему дифирамбы поем, что какой он хороший, оказывается. И вот вопрос к Тимуру Давжи. Тимур Ага, может быть, вы подскажете, как это удалось? Вот такому человеку вы поете дифирамбы, говоря о том, что какой он хороший был человек. Когда вот такое вот то, что творилось, были... Да, спасибо. Да, спасибо большое. Я плохо расслышал. Переведите, что... Да, дело в том, что вот наш уважаемый телезритель говорит о том, что вот вы хвалите Рашидова, а он все эти годы удерживал крымских татар в Узбекистане. Что делал? Удерживал крымских татар в Узбекистане. Вы знаете, надо хорошо поднять архивы, хорошо поднять архивы, и вы увидите, что он не удерживал их. Командовала всем, не командовал он, командовала всем тот ЦК Компартии СССР, Политбюро ЦК, которое было буквально забито украинскими товарищами. Я вот сейчас поднял около 1000 рассекреченных документов. Это какой-то ужас. Я их потихонечку опубликую, и вы увидите отношение украинских товарищей к нам, отношение Рашидова к нам, отношение других республик к нам. Если... Ну, вот у меня возраст сейчас третьей молодости, в этом году 85 лет исполняется. Но я думаю, что я еще успею это сделать. Но Рашидов, я вам скажу, он... Могу вам привести один пример. Когда был такой начальник КГБ Нордман. Дело в том, что и КГБ где-то понимало, что наш вопрос надо решать. И вот этот Нордман, который работал с Андроповым, кстати, они были большие друзья, он с нашим Сейтмеметом Таировым, они даже пытались договориться, что вместе поставят вопрос о решении нашей проблемы. Посоветовались с Рашидовым, и он дал согласие. Давайте, если у меня ЦК КПСС спросит, я даю согласие, вперед. Вот такие дела были. И потом все это сломали. Тимур Ага, я, можно добавлю, да? Да. Дело в том, что, к сожалению, на сегодняшний день тот период, исторический период Советского Союза, в котором были замешаны очень многие силы для того, чтобы удержать крымских татар, у нас достаточно не исследован. У нас есть взгляд на тоталитарную систему, как будто бы каждый винтик в нем виноватый. И виноват одинаково. А это не совсем правильно. Ведь
Решения принимались сверху, а внизу всего лишь исполняли. Попробуй ты не исполнить. Я сам помню, сколько раз со мной заведующий районо беседовал. Приглашал, он был в хороших, нормальных отношениях. Говорит: Шевкет Бей, я, говорит, понимаю, вы хотите на родину. Мы ничего против не имеем, но вы нас тоже поймите. Нас заставляют вас преследовать, не давать вам говорить, чтобы вы эти вопросы не касались. Это были неплохие ребята, да. В принципе, мы к ним очень хорошо. И, наверное, благодаря вот такому отношению сегодня мы, крымские татары, сохранились и смогли вернуться. Поэтому нельзя вот так вот резко, отрицательно обращаться со своей историей. Это большая тема, которую надо изучать. Я внесу такую маленькую заметочку сюда. Вы помните, когда в Москве собрались люди, их приняли сначала секретари Политбюро ЦК, причем первый раз за все время, это при Горбачеве было. Потом второй раз Громыко принял. После того, как Громыко принял, появилось сообщение ТАСС, которое буквально взорвало крымских татар. Взорвало. Что там было на Политбюро? Какие разговоры, мы не знаем. Тимур Ага, я извиняюсь еще раз. Тимур Ага, дело в том, что я вас хочу вернуть в тему нашей дискуссии. Мы говорим сегодня о крымско-татарских... Но тогда, понимаете, вот тогда, значит, Горбачев не мог решить этот вопрос. Не мог. И знаете, когда он решил? Громыко умер, через 8 дней он приглашает Янаева, я сам с ним разговаривал, и говорит Янаеву, чтобы нас этот товарищ слышал: вот тебе папка, открой, начинай с чистого листа, этот народ надо возвращать. Представляете, какая сила украинская была? Горбачев не мог сладить там. Хорошо, Сагул нас Тимур Ага. Абдулла Бей. Недавно случилось большое событие, фундаментальное событие. Начало вещание наше радио Витан Седасы. Давайте посмотрим, наверное, небольшой сюжет, как это все происходило, а потом вернемся к вам. Selam aleykum, urmetli dinleyiciler. Bütün dünyada radyo'nun oğraşkan meslektaşlarımni can yürekten hayırlayım ve elbette işlerinde icadi muvaffakiyetler dileyim. На радио Ватан Седасы работают молодые и талантливые сотрудники. Каждый день для наших соотечественников они готовят к эфиру множество интересных, полезных и развлекательных рубрик и программ. Среди них Базымтараф, Ватан и Лео, новости и, конечно же, программа приветов и поздравлений. Наше радио в Симферополе вещает на волне 99,5. О том, что радио работает и в других регионах Крыма, нам сообщают наши слушатели в социальных сетях и по телефону из Джанкоя, Евпатории и САК. Надеемся, что в ближайшее время по всему полуострову будет звучать наше радио. Поздравить молодых сотрудников приехали и почетные гости. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский в связи с официальным вещанием прочитал официальный адрес от имени главы республики Сергея Аксенова. Такого радио Крыму действительно не хватало. Это большое событие, большой праздник не только для всех крымских татар, но и, думаю, для всех крымчан. Крым – регион многонациональный. И чем больше у нас будет национальных средств массовой информации, тем лучше. Значит, люди будут слышать действительно родную речь, будут слышать родную музыку. И действительно, вот то название, которое «Голос Родины», которое вы взяли для своей радиостанции, оно, как мне кажется, как нельзя лучше подходит под те цели, под те основные задачи, которые вы перед собой ставите. Депутат Госдумы Руслан Бальбек пожелал сотрудникам радио быть полноценным рупором крымско-татарского народа. Чтобы действительно ресурс был направлен на сохранение языковых потребностей, потому что все это стало возможным благодаря реализации указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. И чтобы Ватан Седасы сопровождал всех наших радиослушателей, крымчан, гостей полуострова. Ведь сегодня это действительно хороший, такой эффективный ресурс для духовной и культурной реабилитации. Председатель Госкомната Заур Смирнов отметил, что в открытии радио принимали активное участие руководство республики и Министерство внутренней политики, информации и связи. Большая в целом работа проделана всей нашей команды. Руслан Исмаилович, Рибзи Ильясович, Искендер Ага сегодня обязательно будет говорить. И, конечно, очень такое звучное название – это
голос Родины, Витанси Дасе. У нас у всех одна Родина, это Крым, это Россия. И я уверен, что наш голос будет услышан. Поэтому всем желаю только приятные новости слышать из уст наших радиоведущих. И чтобы всегда только хорошее настроение сопровождало вот каждый эфир. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искендер Белялов также поздравил молодой коллектив. 4-й день подряд слушаю радио. В Саках, в Евпатории очень хорошо слышно. Хочу передать вам большое спасибо от всего Сакского района. И желаю вам творческих успехов. Я уверен, что в течение нескольких лет ваше радио станет одним из лучших в России. У радио есть свой сайт vatan.fm. Для приветов и пожеланий родным и близким в социальных сетях созданы группы «Ватан Седасе». Уже в ближайшее время наши радиослушатели смогут дозвониться на прямые эфиры и пообщаться вживую с нашими ведущими. Коллектив нашей редакции желает радиостанции творческих успехов и как можно больше слушателей. Да, Абдулла Бей нам сейчас расскажет подробно про деятельность радио, но у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Добрый вечер. Селям алейкум. Меня зовут Айдер Асанов, я звоню из Симферополя. У меня не вопрос, а скорее обращение к ведущей. Эльвина Ханум, в недавнем прошлом в одной из самых любимых газет, которые мы выписываем семьей более 20 лет, это газета «Голос Крыма», были ваши статьи. Они были очень интересные, общественно-политические, исторические, разные. Там можно было спорить, можно было пререкаться, но лично я был во многом согласен. Я бы очень хотел, чтобы в газете «Голос Крыма» снова выходили ваши статьи. И хотел бы быть в числе первых, кто в разделе рубрика «Поздравления» поздравит вас с бракосочетанием и через какое-то время поздравит вас с рождением. Да, спасибо большое, Айдербей, за такие теплые пожелания. Очень приятно всегда слышать, тем более от знакомых товарищей. Абдулла Бей, прежде всего поздравляем вас с началом вещания радио. Какие цели перед собой ставить, какие задачи, может быть, достижения уже есть какие-то? Әлбетте, Ватан Седасы более бір өзіне бір мақсат тұта. Мақсатлар насыл? Біріншіден бұл тілні халқымызға бекітмектір, тілні өгретмектір ве Қырым татар ерлары да зияде білсінлер ватандашларымыз да зияде яңғырасын. Қадетме керек, асылда Русия Федерациясы бойынша бірінші Қырым татар радиосы бұл Ватан Седасы ве әлбетте бірінші ве екені Қырым татар телеканалы бұл милли телеканалдыр. Бұл біздің ғұрырымыз. Ве бұндан қайры біз тоқталмақ өз ішімізіне керекмейміз. Біз да зияде иншалла якын вақытта башқа телеканаллар, бала телеканаллар олсын да бетер зияде радиолар олса да зияде яқшы olacak. Ve elbette biz çok memnunmuz. Böyle bizge imkan güzel peyda oldu. Endi biz aman bütün Kırım yarımadamızını kaplap alacakmız. Vatan Sedası radyosu kısmet etse Kırım'ın çeşit rayonlarında, çeşit koşularında yankıracak. Ve şimdiki vakitka biz endi Cankoy şehirinde yankırayımız 90 ve 8 dalgasında kısmet etse meraklı rubrikalar, meraklı programmalar üzerinde biz şimdi çalışamız. Ve neni айтмаға isteyim, çok vatandaşlarımız bizge endi başlap, biz endi bir hafta devamında resmi olarak çalışamız. Çok mesajlar kele, çok telefonlar bizge açarlar. Elbette çok telefonlar açarlar ve sağ olunuz aytalar. Biz çoktan bekledik. Gerçekten de biz çok beklenilgen bir radyo. Ve kısmet etse biz eminmiz, biz halkımızın böyle bir büyük bir gurur olur. Peki yaxshi. Sağ olun. Пожалуйста. Bir söz aytacak oldum. Radyo bugünkü günü Kırım'ın içine, Kırım Tatarları için televizyondan da büyük olup kaldı. Ne için? Çok Kırım Tatarlar maşinada gezeyler. Evet. O yan bir yana işlerini yapmak için onlar bütün gün rol üstündeler. Bir şenleneyim ya yorulmayayım diye de radyo koyaylar. Onun için ben belirlesem radyo işleyiciler bugün bizden de büyük vazifeler ellerine. Onun için halkımız belirleyeyim istediğini şu radyodan tapar. Sizge çok gururlanmaya çok sağ olun. Yeterler. К вам еще тоже вопрос. Большим событием стало открытие медиацентра, создание медиацентра имени Исмаила Гаспринского в октябре 2014 года, да, если не ошибаюсь.
Какие ресурсы объединяет вокруг себя медиацентр? Я как раз хотел к этому вопросу сейчас вернуться, говоря вопросы о СМИ государственных и СМИ общественных. Кому отдавать прерогативу или на кого опираться больше? Смотрите, мы всю жизнь мечтали о государственности. Мы вернулись под лозунгом восстановления государственности. Ведь государственность предполагает, что те средства, которые у нас есть, они государственные, не собранные какой-то общественной командой или каким-то там меценатом, а именно государство из своих финансов, из налогов, которые мы платим, финансирует и создает государственную систему. Разве мы не это собирались восстанавливать? Но, к сожалению, почему-то произошла какая-то трансформация, и в наши немногие головы, но есть такие деятели, которым внушили, что государственное – это не наше. Интересно, а что тогда наше? Поэтому, говоря о создании медиацентра, который был 1 сентября 2015 года, основной задачей и целью медиацентра было его записано в уставе – восстановление исторической справедливости в отношении депортированных народов. То есть мы взяли на себя роль восстановить все, что мы потеряли за эти годы. И за годы депортации, и за годы ничего не делания следующего периода. Тяжело, конечно, тяжело. Особенно, когда определенная часть нашей интеллигенции, культурной, будь, технической, почему-то тоже порешала, что государственные проблемы – это не их проблемы. Они, работая на государственных должностях, получая государственные зарплаты, в государственных учреждениях, хотят отсоединиться от государственной проблемы. Отстоять или отсидеть где-то в стороне. Но это неправильно. Раз мы восстанавливаем свою государственность, а она, как я говорил, на голову нам не упадет, никто нам ее не даст, мы ее только будем добиваться, как сказал президент, в борьбе. И борьба будет очень жесткая. И к этому надо быть готовым. Жестко я имею в виду интеллектуально. И поэтому наши интеллектуальные силы, будь то в СМИ, будь то в культурной среде, они должны сегодня объединяться в той необходимой мере, чтобы шаг за шагом восстанавливать государственные структуры. Государственный театр, государственная библиотека, государственное телевидение. Вот что такое государственность. Оно строится, оно не берется ниоткуда. И медиацентр в силу своих возможностей занимается изданием книг на крымско-татарском языке. Восстанавливаем книги, которые были утеряны. Ведь не секрет, после депортации крымских татар 5000 наименований книг на крымско-татарском языке были изъяты из всех библиотек и уничтожены. И сегодня этот пласт огромный, да, мы пытаемся потихонечку восстанавливать. Но кроме восстановления у нас есть еще и развитие. Вот в этом мы хотели бы все наши СМИ на нашем языке, на государственных языках, чтобы мы объединились ради вот этой общей идеи строительства будущего. Да, очень много есть не совсем приятного, есть и то, что нам не совсем нравится. Ну, это все понятно. Когда строится, естественно, бывает и грязь, и пыль, и неудобства. И обращать внимание и говорить, вот видите, здесь пыльно и грязно, и забывать о строительстве, это и будет преступлением перед нашим народом. Сагул Шевкетаган, Севиль Ханум, такой особенностью современного информационного мира является активная деятельность социальных сетей и блогосферы. И сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, когда эти социальные сети, они используются не только для свободного выражения собственного мнения, но и для формирования общественного мнения. Но, тем не менее, имеет место еще быть такие, знаете, своего рода манипулятивные такие факторы. Например, ну, самый элементарный, да, можно привести пример, когда страницу экс-депутата, если не ошибаюсь, Вадима Мардашова в Фейсбуке заблокировали, потому что он там опубликовал карикатуры на известных политических деятелей. Вот мы, наверное, сейчас увидим их на экране. Но в то же время, опять-таки, европейское издание Шарли Эбдо, скажем, да, свободно публикует карикатуры на маленьких убитых мальчиков сирийских.
публикуют карикатуры на убитых, скажем, террористами людей, на авиакатастрофы, то есть очень смешно. Пока хочется, это можно делать. А все-таки социальные сети, они подвергаются какой-то ротации, то есть определенного рода политическим манипуляциям в том числе. Но опять-таки социальные сети сегодня еще используют и некоторые наши бывшие чиновники, да, неудавшиеся, которые воровались еще в украинский период, воровали собственный народ, и сегодня в качестве таких жгучих патриотов пишут разного рода безграмотные посты в социальных сетях. Как вы можете определить роль социальных сетей в нашем обществе? Какое они значение имеют, пожалуйста? Я немножечко предисловие скажу к этому. Да. Я понимаю, почему вы меня пригласили на передачу. Я работала экскурсоводом очень долгий период времени, и общаясь с людьми, которые приезжали с материка в бытность при Украине, они все время задавали вопрос, а что эти крымские татары никак не угомонятся, что они хотят? Ну и приходилось отвечать, давать дипломатический ответ, потому что я была при исполнении, да, служебных обязанностей, скажем так. Ну и все это побудило меня написать дипломную работу в университете «Манипулятивные технологии СМИ» на примере телевидения. Ну и, конечно же, эта тема очень важна. Сейчас в наше время, скажем так, социальные сети, так как мы все любим гаджеты, стали самыми главными СМИ. Безусловно, это так. Я думаю, что мы это видим. И все манипуляторы, скажем так, переместились уже в социальную сеть. Очень многие думают, что на самом деле это просто развлечение. Но я так не считаю. Я считаю, что наша жизнь продолжается в соцсетях, и нами там мастерски манипулируют. Объясню. Дело в том, что есть действительно манипулятивные технологии, и главная цель манипулятора, да, провести их таким образом, чтобы человек этого не почувствовал. Это мы видим. Например, есть тонкая цепочка манипуляций, которую пытаются там на страницах Facebook провести. Для того, чтобы она прошла гладко, выбрасывают контролируемые, я так скажу, да, публикации специальные, которые формируют наше мировоззрение, которые побуждают нас на ту или иную реакцию, на подъем настроения или наоборот угнетают нас. Таким образом, несколько дней одна и та же информация на страницах соцсетей всплывает. Человек так или иначе читает, формирует однобокое, скажем, такое, да, нужное манипулятору впечатление о сложившейся и происходящей ситуации. А когда выбрасываются вот такие карикатуры, которые показали вы нам, да, они эту цепочку манипуляции разрушают. Это не нравится манипулятору. И для того, чтобы довести свое дело до конца, самый легкий способ – это в ручном, скажем так, да, управлении заблокировать страничку вот таких вот людей. То есть эти карикатуры или аргументы, которые выбрасываются с аккаунтов каких-то или там позиция личного человека, они способны посеять сомнения при подаче той или иной пропаганды и информации. Ну вот я думаю, что когда все-таки украинские националисты, да, крымско-татарский вопрос раскручивают в позиции, которая выгодна им, мы прекрасно знаем о том, что вот было недавно, да, мы посмотрели все этот видеоролик, но никто его активно не комментирует, кроме возмущенных крымских татар, которые считали их своими друзьями. Ну, увы и ах. Я хочу всех нас призвать к тому, чтобы быть всегда бдительными, развивать в себе критическое мышление, да, анализировать информацию, которая поступает с любых источников, и искать альтернативу для того, чтобы не поддаваться манипулятивным технологиям. Они очень тонкие, но так или иначе формируют наше мировоззрение. А это, ну, скажем так, опасно, если оно идет против крымско-татарского народа. Спасибо вам за компетентную точку зрения. Эльнар Ханум, какие цели и задачи должны ставить перед собой журналисты, средства массовой информации, чтобы быть полезными, интересными своему читателю?
Ну, конечно, они должны, как говорится, держать руку на пульсе, как врачи, на пульсе знать, что интересно. И, безусловно, следить за всеми событиями. Вообще журналист – это как бы глаза и уши народа, он представитель этого народа во власти, зная эти социальные проблемы, он должен ставить их перед чиновниками и ждать, допустим, 7-дневный срок ответа по почте или по письменно, или сейчас вот уже можно по электронной почте. То есть они доверяют этому своему журналисту, своему СМИ. А СМИ, в свою очередь, какие? Это журналист руководствуется, скажем так, редакционной политикой своего издания. То есть каждое издание, там детский журнал ставит свои какие-то, у него какая-то своя редакционная политика. У женского нашего журнала другие, у общественно-политических газет третья, там, скажем, задача. Но все равно они работают на читателя. Журналист должен быть, конечно, профессиональным человеком, он должен знать очень многое, не проходить мимо каких-то несправедливых, скажем так, случаев, везде и всюду. И вообще очень должен быть общественным таким, участвовать в общественной жизни. Это заставляет его работу, он подстраивается под ритм своей газеты, своего издания. И, соответственно, конечно, не всегда это легко, не всегда это, скажем так, приятно, но, тем не менее, должен в срок сдать свою работу. Там у каждого журналиста свой дедлайн. Работа не очень легкая, но вообще хочу сказать, что у журналистики все-таки женское лицо. Вот, в частности, зайти, если в КИПУ, на факультет журналистики, там в основном девушки, то же самое в КФУ. Девушки самая активная такая часть общества. Женщины, наши крымские татарки, всегда были активными, поэтому от них очень много зависит. Ну и сказывается, конечно, еще то, что зарплаты, возможно, в СМИ не всегда высокие. Тем не менее, у женщин как-то, может быть, больше развито такое чувство социальной, может быть, несправедливости. И они очень часто пишут в газеты, в журналы, очень часто поднимают очень такие актуальные вопросы. Поэтому цели и задачи, конечно, руководствуются обращениями. То есть обратная связь должна быть обязательно у журналистов в СМИ, какие вопросы волнуют зрителей, зрителей, слушателей, читателей. И они должны руководствоваться и от этого уже выстраивать свою редакционную политику своего издания. Поэтому, конечно, читатели, они сами задают как бы тон в этом отношении. Если мы будем внимательно реагировать, слушать их, не проходить мимо каких-то несправедливых, там, скажем, нарушений их прав, нарушений каких-то очень острых социальных вопросов. Конечно, они будут благодарны и, естественно, будучи представителями от читателей, от своих слушателей и зрителей во власти, мы должны ставить эти неудобные вопросы чиновникам и ждать, держать под контролем эти вопросы, их проблемы и, соответственно, стараться их решать. Спасибо большое. Ильдар Агам, в современном информационном пространстве работает огромное множество технологий, в том числе и пропаганда. И в этих условиях очень тяжело выдерживать основной принцип журналистики – объективности. Вот как объективной журналистике бороться и побеждать в информационной войне? Для того, чтобы существовала объективная журналистика, для этого необходимо, чтобы сохранялось многообразие, чтобы, еще раз возвращаясь к тому, что какой формы собственности должны быть или отдаваться приоритеты, значит, к СМИ, что наравне с государственными просто обязаны быть и негосударственные СМИ. Другое дело, как и какова редакционная политика того или иного издания. О свободе слова надо говорить, не кричать громче всех. О свободе слова нужно судить, когда оппозиция, когда меньшинство имеет право голоса, находит отражение на страницах того или иного издания. Потому что
мы имеем много фактов, вообще не только мы, а история, когда люди находятся в оппозиции, они кричат о демократии, но стоит им прийти к власти, они сразу забывают все о демократических принципах, об институтах и готовы свернуть в бараний рог народ, чтобы подчинить своей воле и своей власти. Поэтому и существует и позиция, и оппозиция, и все эти вопросы должны сохраняться на страницах того или иного издания. Вот когда сейчас мир интернета и каждый практически гражданин имеет возможность участвовать в социальных сетях, необходимо быть крайне осторожны к этой информации. С одной стороны, это очень положительный момент, когда оперативно сообщаются те или иные события, то, что не охватывает журналистский состав. Но несет очень большую опасность, когда идет откровенная дезинформация, дается неправдоподобная или предвзятая информация. И здесь, конечно, вот должно регулироваться каким-то законодательством, а население должно доверять тем, кого они знают очень много лет. Спасибо. Все, мы уже исчерпали наш лимит времени. У нас сегодня в течение нашего эфира шло онлайн-голосование. Верите ли вы национальным общественным СМИ? Да, отметили 772 человека, нет, 152 человека. Современное информационное пространство, как пышная праздничная ярмарка, просто изобилует различного рода предложениями. Но, как говорится, не все из этого одинаково полезно для здоровья, а иногда даже откровенно вредно. Поэтому, как и во всех аспектах жизни, в информационных пристрастиях нужно всегда быть предельно внимательным. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующий четверг.